Друзья. Так, да, друзья, несмотря на то, что у деда день рождения, сегодня никто эфир не отменял. У нас, как обычно, по средам гость, этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры. Он находится на авиамоторной. Я все время путаю. Действительно, член Русского географического общества Константин Куксин, ваш любимый Константин Куксин, который рассказывает так, что у всей страны закручивается от интереса уши в трубочку. Почему-то мы сегодня говорим про Киргизию и про киргизов конкретно. Почему? Мы говорим про кочевников все время. Ну, потому что киргизы кочуют. Даже в современном мире это происходит? Кое-где да. Так. Кочуют, даже, ну, может сказать, они стали уже полукочевниками. Но они кочуют, я сам с ними кочевал много лет, я работал в Кыргызстане. Они в своей стране кочуют, по своей стране или где-то... Пятая часть населения Киргизии кочует у нас в России на заработках. Да, поэтому киргизов все видели, это все представляют, они приезжают, работают. Но будем говорить о кочевниках, которые живут там, в Кыргызстане. Так. Но извини, я думаю, что у нас плохо представляют киргизов. Вообще, конечно, я сейчас подумала и не представляю себе. Да, даже в случае с гастарбайтером киргизы это не самый очевидный гастарбайтер для России. Таджикистан, Узбекистан. Ребята, здесь все разделено четко. Стройки это больше Узбекистан, Таджикистан. А дворники ЖКХ. Это ты нам можешь рассказать. Это ты знаешь. Да. Это ты знаешь. Для всех. Я антрополог, я различаю народ. У нас для всех. Правда, дворники это в основном Киргизия? Ох, как интересно. А как так случилось? Причем были татары всегда. Были татары? Да, ну сейчас татары поднялись. Ну что, татары сейчас у них все хорошо. Второй народ России. Казань, ты что, богатый город вообще, ты что? Их заменили киргизы. Надо сказать, что это довольно высокий уровень. Это выше, чем стройка. ЖКХ это серьезно. Ну еще бы. Да, приезжают. Ну почему приезжают, можно понять, да? Ну ясно, это проблемы, да, история. Ясно. Поговорим про киргизов, как вообще один из самых древних народов. Так. Откуда кыргыз? Ну, сами говорят, кыргыз 40 девушек. По преданию, у великого богатыря Манаса было 40 богатырей. И у красавицы Каныкей, за которой он долго ухаживал, было 40 служанок. И устроили состязания, скачки, которые до сих пор устраивают киргизы на праздниках. И вот эти юноши-богатыри догоняли девушек. А по традиции, если догонишь, можешь поцеловать. Догоняли? Подожди, как? Что, они киргизы на лошадях догоняли девушек? У киргизов есть такая игра «Кыз-кумай». Так переводится «Догони девушку». Играют на джайлоу, на базе. Классная игра, правда? Да. Как устроится? Девушка на лошади и парень на лошади. Ах, оба на лошадях? Оба, нет, девушка бегущая. Это же тоже мне игра. Это твои фантазии эротические. Сейчас их притуши немного. И камчи плетка. По команде ведущего скачут где-то 2 километра дистанции. Они с детства умеют с детства, как все кочевники, как монголы, о которых мы говорили, с детства ездят на лошадях. Если парень девушку догоняет, касается рукой, он может ее поцеловать. Серьезно. Но если не догоняет, девушка берет свою камчи-плетку, и парня может избить. И убивает его. Да нет, слушай, это не столько больно, сколько обидно. Вот представь, тебя девчонка лупит плеткой, а ты стоишь. Конечно. А поцеловать куда? Прям по-настоящему, в губы. Ишь ты. Как Савельев тебя, помнишь? Просто не вспоминать эти истории, ладно? Нет, ты сейчас объясни, что ты сказала. Ты понимаешь, что ты сейчас произнесла? На всю страну, да. Дружеский поцелуй. И вот такая была игра в древности в преданиях. И эти богатыри догнали, что-то поцеловали. Ну, потом лошади сами их привели, как по волшебству, к шатрам, где девушки жили. Они все переженились. И пошел народ кыргызов отсюда. А что вообще знает? Кыргыз, что 40 девушек. Кыргыз? Кыргыз, да. Кыргыз 40 девушек. Кыргыз девушка, да. Кыргыз 40 девушек. Обалдеть. Ну, мало кто знает, что киргизы раньше жили далеко-далеко на востоке. В верховье Енисея был кыргызский каганат. Государство, которое Китай в страхе держало. И, собственно, река Енисей, как мы говорим, Енисей батюшка. Ничего подобного, не батюшка, а матушка. В переводе с киргизского Насай, мать река. Отсюда Енисей. Казаки услышали Насай, батюшка. Будет у нас батюшка. И оттуда они пришли. Есть потрясающе красивая легенда. Чекист Атматов, великий писатель киргизский, описал все это. И мне довелось записывать легенды другие. Как юный мальчика с девочкой, все родные погибли, матери Ниха привела на Тяньшань, они стали там жить. Да, род Бугу, род детей матери Ленихи. Слушай, ну это же пустыня пустыней. Кыргызстан? Да. Ни одного озера, ни одного этого. Ну как? Ты куда смотришь? У тебя карта? Да. Это неправильная карта. Во-первых, в центре Кыргызстана огромное озеро Иссык-Куль. Иссык-Куль, на секундочку. Это жемчужина Центральной Азии, это сказочный курорт. Ты на другую сторону смотришь. Поставить, да? По географии все. Я в прошлом учитель географии все. Да, хорошо.
Давай, ну. Страна, во-первых, в отличие от Монголии, там теплое лето, там 2 урожая, может быть, там абрикосы, Ну, то, что персики. тепло там, это понятно, что там, Но зима конечно, при этом с этим холодная. проблем нет, да? Зима холодная, все равно 2 урожая, там богатейшие земли. Поэтому киргизы издревле занимались как бы и скотоводством, и земледелием. Угу. И сейчас они летом кочуют, в горы уводят стада, на Джайлоу горные пастбища. А летом живут в домиках, поселках. Вот такая система. Обалдеть. Так, хорошо, но все-таки существует какое-то пространство современное, но все равно, кто эти люди, которые не принимают эти правила современного мира и продолжают Нет, заниматься... не то, что они не принимают. На самом деле человек, у которого есть скотина, домашние животные, он довольно хорошо себя чувствует. У вас все время есть мясо, у вас есть деньги, вы можете эти яйца продать. В тот же Китай отправить шкуры и шерсть. И вы будете именно, неплохо да? жить. Овцы, верблюды, лошади. То есть вообще кочевники живут везде неплохо. Неплохо. Это иллюзия, что они бедненькие в юртах ютятся. Ничего подобного. Там юрты богатого обустава. Я вот, извини, превью тебя, Да. я своими глазами видел только в Израиле, в пустыне, кочевников. Бедуинов. Бедуинов. О которых мы в прошлый раз говорили. Да. Они действительно, они ни разу не производят впечатления бедных, нуждающихся. Когда лексусы да. стоят у них возле шатров. Лексусов я не видел, но Я так видел. по внешнему виду, по тому, какие у них лошади, например, или кто там у них, я уже, если честно, не знаю, Верблюды очень дорогие, да? видно, что все нормал. То есть... Кочевники живут богато. То есть люди, которые остались верны традиционному хозяйству, они богато Да, живут. да. А кто не может богато жить, они сюда в Россию приезжают на заработки. А Бывает, кто не что- может богато жить? У кого не сложилось, у кого Не нет? сложилось. Но смотрите, степь может прокормить только определенное количество людей. Не может она больше прокормить. Горы не могут больше прокормить. Если жить натуральным хозяйством, как они живут. Мгм. Поэтому все лишние дети раньше не погибали в войнах, а сейчас уезжают на заработки в другие страны. Это характерно для всех кочевых регионов. Вот в Монголии той же самой. Как жило там при Хунну 1 миллион человек, при Чингисхане 1 миллион человек, и сейчас 1 миллион человек. Больше не может. Раньше погибали в войнах, потом уходили в буддийские монастыри, а сейчас уезжают, Уезжают в города. на заработки. Ну Города да, на кто заработки. куда. Что это за формация? Деревня, поселение? Аил. как? Аил, или, ну, казахи говорят аул, киргизы аил. Это деревня. Там домики такие хорошие, знаете, как у нас, чуть не сказал у нас на Украине, как, например, на юге России. Так. Ростовский, Ставропольский край, да, вот хорошенькие такие беленькие домики, хорошее хозяйство, там держат скотину, и пастухи угоняют на лето на Джайлоу. Там ставятся юрты, и они же, то есть это полукочевой народ сейчас, полукочевой. Как многие кочевники, как тибетцы полукочевники. И живут неплохо. И самое главное, если говорить вообще о киргизах, вся их культура, мощнейшая культура, вся энергия народа ушла в музыкальное литературное творчество. Если вот у монголов главное Чингисхан, великий воин, потрясатель вселенной, у киргизов главная фигура это Акын, сказитель. Улицы в Бишкеке названы именами Калыгула, Токтагула, великих Акынов. И чем прославились киргизы на весь мир, они создали эпос Манас. Слышали? Манас Да, это ну, величайшее конечно. произведение человечества. Да. Чтобы вы представили, Манас в 20 раз объемнее Илиады, Одиссеи и Гомера. В 20 раз. В 5 раз больше Махабхараты. Махабхарата это... Да. Ну, чтобы еще представили, так кто не может представить себе объем Илиады, Одиссея, так, на скидку. Если исполнять Манас под звуки трехструнного камуза, исполнение займет полгода. Вот от начала до конца. Да. Ну так, это полгода, это если в Ларго. Ну, это как были Это я эпосы еще записаны при товарище Сталине, который Акынов поймал, говорит, надо записать эпосы бесписьменных народов. Да. И велели, вот по 10 часов в день будете петь, а мы будем записывать.